Иван, ваш комментарий матча? Ну, такая игра, конечно, получилась. Наверное, много сумбура было. Все-таки, ну, может быть, переволновались или что, но считаю, что надо более спокойно играть. Контролировать мяч никто нам не мешает, не надо бояться соперников. Ну, такая, на мой взгляд, сумбурный матч. Конечно, исходя из того, как складывался второй тайм, все-таки в меньшинстве играли большую половину второго тайма. Наверное, ничейный результат для нас можно считать хорошим. Чувствовалось, что соперник американская команда? Я думаю, да, потому что они всегда так играют шумно, немножко напористо, всегда разговаривают. Ну, в принципе, да, но как бы здесь ничего такого нету, это нормальное явление. В первом тайме команда довольно активно шла в атаку, высоко прессинговала. Это установка, либо просто игроки находятся в хорошей форме наши? В принципе, была установка стараться высоко прессинговать, как можно выше выжимать, играть повыше, стараться отбирать мяч на половине поля соперника. В принципе, так было. Мы и забили гол, когда Денис хорошо отобрал мяч. Поэтому, в принципе, была установка такая, не давать сопернику спокойно разыгрывать. Но не все получалось. Конечно, зачастую довольно просто они выходили. Но прессинг такая вещь, которую надо очень хорошо наигрывать. Ну и, наверное, в сборной не всегда хватает времени для этого. Сборная не впервые играет в Жодино, небольшой стадион, небольшой город. Как вот в связи с этим себя чувствовали? Все нормально, я считаю, это хорошая практика, когда сборная приезжает в различные города. На мой взгляд, так и должно быть, как популяризация футбола в стране, поэтому это нормальное явление. Конечно, хотелось бы, чтобы приходило больше болельщиков, но, наверное, здесь как бы наша должна быть больше заслуга, все-таки, наверное, более лучший результат, чтобы расположить людей к себе. Поэтому, как бы, в принципе, это нормальная практика здесь, ну, это, я считаю, это хорошо. Совсем скоро игры с Эстонией и Бельгией. Игроки знают, сколько примерно игровой практики получат в этих матчах? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что здесь будет тренерский штаб принимать решения, потому что нам за 6 дней предстоит сыграть 3 игры вместе с сегодняшней, поэтому, конечно, нагрузку должны равномерно распределять на всех футболистов, но здесь вопросы к тренерскому штабу. Я думаю, ну и уверен в том, что у них уже перед этой игрой, наверное, был какой-то план в голове по этому поводу, потому что через 2 дня на третий, а потом опять через 2 дня на третий, ну то есть, но, как по мне, это, в принципе, нормально играть в таком графике, здесь ничего нет сверхъестественного или тяжелого, все так играют. Ну и ваш прогноз на отборочный цикл чемпионата мира 2022 года? Конечно, хотелось бы занять место как можно выше в таблице. Приложим все усилия для этого. Понятно, что мы являемся далеко не фаворитами группы. Все-таки мы были с 4-й корзины. Конечно, у нас есть такие команды, как Бельгия, Чехия, Уэльс. Это очень хорошие команды, они выше нас в рейтинге, но футбол такая вещь, что играет 11 человек против 11. Поэтому в каждом конкретном матче будем стараться добиваться положительного результата.